Ассаляму алейкум, Херлах Шамлар, витаю. Информационная служба АТР работает для вас. Меня зовут Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями мы обсудим самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Давайте традиционно подключим сейчас к нашему эфиру Романа Спиридонова, нашего журналиста, прямо из Ньюзрума. Он нас сейчас слышит, расскажет об основных новостях сегодняшнего дня, то, о чем планирует говорить в вечерних выпусках «Заман». Рома, привет, мы слушаем тебя. Привет, Гульсум. Сегодня мы будем говорить о таких темах. Коронавирус бьет очередные рекорды в оккупированном Крыму. 212 новых случаев заражения за минувшие сутки и 2 погибших от COVID-19. Печальные рекорды ставит и Севастополь. Там 55 новых случаев заражения и тоже 2 погибших. И это если верить официальной статистике оккупантов. При том, что известно, по данным правозащитников, в оккупированном Крыму эти цифры скрываются и занижаются. При этом оккупационные власти разрешили ходить в кафе и рестораны без масок, а 2000 учеников перевели на дистанционное обучение. Оккупанты планируют в конце ноября начать массовую вакцинацию российской вакциной «Спутник В». Вот расскажем о том, какую опасность таит в себе этот препарат. Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Российской Федерации, требуя прекратить незаконные археологические раскопки и земляные работы на территории Альминской долины и Севастополя. Дипломаты отметили, что действия археологов в оккупированном Крыму нарушают международное право и законодательство Украины. В сентябре стало известно, что на оккупированных территориях Севастополя и Автономной Республики Крым в рамках так называемого историко-археологического проекта «Крым-Севастополь-2020» начнутся раскопки с целью поиска останков российских, французских и английских солдат, погибших во время Крымской войны. Но международное законодательство предусматривает, что в случае вооруженного конфликта государство-оккупант должно воздержаться от археологических раскопок на оккупированной территории. Почти 1500 абитуриентов с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса вступили в украинские вузы в этом году. Это почти на треть меньше, чем в прошлом. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук. По ее словам, услуга образовательных центров Донбасс-Крым, услугой этих центров воспользовались 1008 абитуриентов из оккупированных территорий Донбасса. Еще 321 абитуриент воспользовался программой «Крым-Украина». Это те ребята, которые приехали из оккупированного полуострова. Сокращение абитуриентов из оккупированных территорий в министерстве связывают с карантинными ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, а также ограничениями, которые ввели оккупанты на пересечении контрольно-пропускных пунктов на админгранице. Вместе с тем, количество поступивших в этом году еще может вырасти, потому что Министерство образования и науки и Украины продлило вступительную кампанию для абитуриентов с оккупированных территорий до 23 октября. Бывшего политзаключенного Владимира Балуха выписали из больницы, и впереди его ждет реабилитация. Об этом сообщила активистка, переселенка из Крыма Наталья Лютикова. Накануне появились первые фото Владимира Балуха из больницы. На фотографиях он был в неврологическом отделении больницы скорой помощи, в окружении врачей и друзей. И по информации медиков, у Владимира Балуха положительная динамика. Он читает, разгадывает кроссворды и со временем должен полностью восстановиться. На Донбассе обострилась ситуация. Оккупанты 7 раз нарушили режим тишины, и силы ООС впервые за долгое время были вынуждены отвечать огнем на вражеские обстрелы. Боевики били по нашим позициям из стрелкового оружия и гранатометов, и, как сообщают в штабе ООС, боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет. Ну, вот такие новости, о которых я рассказал, мы будем подробнее рассказывать в наших информационных выпусках в 19:00 на украинском языке и в 21:00 на крымско-татарском. Конечно же, это еще не полная картина дня. Наши журналисты работают над тем, чтобы наши выпуски были интересными, полными информацией, подробной информацией из оккупированного Крыма, поэтому не пропускайте, смотрите. Гульсум.
Спасибо большое. Это был наш журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски «Заман» 19:00 на украинском языке. Их вам расскажет Урьяния Сейтумерова, а в 21:00 на крымско-татарском языке Шевкет Наматулаев. Ну а мы пока перейдем к обсуждению вышеупомянутых новостей. Не только с нами сейчас на прямой связи политолог Олег Лесный. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Вчера в Херсоне, как вам известно, прошла международная конференция под названием «Проблемные вопросы водоснабжения и использования водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации». Но давайте вместе сейчас посмотрим сюжет, который подготовили наши журналисты, о чем там говорили, к чему пришли, и обсудим этот вопрос вместе. Майже 2 місяці Сімферопольський, Бахчисарайський район та столиця Криму отримують воду по кілька годин на добу. Але навіть за умов жорсткого заощадження її вистачить хіба що до кінця року, прогнозує окупаційна влада. Так зараз виглядає найбільша штучна водойма Криму. Коли міжгірне водосховище живилося Дніпровською водою, запаси сягали 50 мільйонів кубометрів. Але зараз до водної блокади з боку України додалася ще й рекордна посуха. І тут залишилася тільки вмираюча калюжа. По траве видно уровень ухода воды. Одна линия, вторая линия, третья линия. Конечно, из 50 миллионов кубометров воды здесь осталось, по данным, вроде бы как 1 000 000 кубометров, но здесь ребята говорят, что тут даже 100 тысяч нет. Якби не військові бази окупантів та незаконно переселені на півострів росіяни, води би вистачило всім. В цьому переконаний громадський активіст з Криму Михайло Батрак. Втім, Росія і не збиралася забезпечувати кримчан, бо її пріоритет – утримання півострова за будь-яку ціну. Саме дії держави-окупанта створюють, що така ситуація може бути взагалі можливою. Російська Федерація, коли окупувала Кримський півострів, взяла на себе зобов'язання забезпечувати населення окупованої території, в тому числі і водою. Але замість цього вона відбирає воду у кримчан для військових потреб та потреб росіян, яких завезла з території Росії. В цьому випадку про створення саме гуманітарної катастрофи повинна казати не Російська Федерація, а саме Україна. Тепер, коли водна катастрофа в Криму стала реальністю, Кремль почав спекулювати цивільним населенням, кажуть правозахисники. На нашу думку, Кремль, не отримавши бажаного на дипломатичному фронті в питаннях Криму протягом останніх кількох років на різних міжнародних майданчиках, починаючи від ОБСЄ, закінчуючи Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, розраховує через активізацію пропаганди та шантаж України та міжнародного співтовариства отримати право на так зване припинення гуманітарної катастрофи, досягнувши відновлення поставок Дніпровської води Північно-Кримським каналом. Численні воєнні злочини на півострові, серед яких незаконна колонізація, призов до окупаційного війська та інше, Путін намагається прикрити гуманітарною кризою, яку сам і спровокував. Тут Росія не має аргументів, тому вдається до погроз і шантажу. А це свідчить не про силу окупанта, а про його слабкість, впевнений військовий експерт Олександр Коваленко. Ще 2 роки тому в Організації Об'єднаних Націй вже було видно під час голосування за резолюції по Криму, що Російська Федерація починає усвідомлювати слабкість власної позиції, а відтак вона почала під час голосувань погрожувати країнам перед голосуванням, що ті країни, які голосуватимуть за цю резолюцію, вони автоматично несуть відповідальність за погіршення двосторонніх стосунків з Росією. Окупанти знищують Крим в угоду своїм геополітичним амбіціям, вважає віце-прем'єр Олексій Резніков. Вони виснажують водні ресурси, натомість посилюючи військове угруповання. А їхня мета – тримати у страху весь регіон від Балкан до Близького Сходу. При окупації РФ насправді в останню чергу думала про мешканців півострова. Чим пояснюється її сьогоднішня неготовність до соціально-економічної кризи, яка розвивається в Криму у зв'язку саме з її окупацією. Москва керувалась виключно своїми геополітичними інтересами та амбіціями.
А сьогодні всі кроки РФ з визнання тимчасової окупації Криму направлені виключно на відміну режиму міжнародних санкцій та мінімізацію витрат на утримання зазначених територій. Але ми всі пам'ятаємо, що Крим – це Україна. Зараз окупаційна влада судомно шукає вирішення водної катастрофи та намагається зберегти хорошу міну за поганої гри. Спочатку виділили 50 мільярдів рублів на ремонт комунікацій та водної інфраструктури окупованого Криму та 8 мільярдів на опріснення. Президент Росії Владимир Путін навіть провів нараду з віце-прем'єром. Той доповів, що обіцяні 50 мільярдів рублів витратять на пошук нових водних джерел, оновлення трубопроводів, перекидання води з річки Салгір до міжгірного водосховища та опріснення. Прошу ваше поручение выехать в Крым в ближайшее время, чтобы лично осмотреть ход реализации плана, посмотреть, как развернулись строители, как идет проектирование, чтобы повторно вам доложить. Хоч російські технології не здатні забезпечити Крим чистою водою, у Кремлі заявили, що впораються самі. Владислав Стужук, Заман, АТР. Пане Олеже, ну вот с той информацией, которая у нас сегодня есть, мы можем очертить некую стратегию, по которой в дальнейшем будет действовать оккупант и решать вопрос воды в Криму? Дивіться, я зовсім недавно своїми колегами проводив захід цієї теми. І в мене питання до Російської Федерації. Якщо ви вважаєте Крим російською територією, то чому, наприклад, посуха в Кубані не повинна забезпечувати українською водою? Давайте так дивитися на цю проблему, так як вони дивляться. Причому тут Україна, якщо ви окупували територію і тепер вимагаєте від України, педалюючи на тому, що це гуманітарна криза, а ким вона спричинена? Давайте з цього почнемо. Не так все в Росії гарно, якщо вона апелює до таких моментів, які не зовсім однозначні. Тому що в результаті чого відбулася ця гуманітарна криза? В результаті того, що хтось, а не це конкретно Російська Федерація, анексувала територію України. І тепер несе повну відповідальність за те, що за водопостачання, за охорону здоров'я, за все несе по міжнародним нормам ніхто інший, як окупант. Тому ці інсинуації говорять про те, що забагато було несанкціонованих заселення, перевезли дуже багато людей, як колись це вже було в історії, коли виселяли кримських татар куди завгодно, а заселяли русських воєнних. І це аукнулось потім для України. Але на нинішньому етапі ми бачимо, що окупант намагається перекласти на Україну, постраждалу сторону, свої проблеми. Це неправильно. І я думаю, що ми повинні до цього апелювати і показувати, що ми готові допомогти своїй території. І ми вважаємо Крим українським, і це однозначно. Але окупант на нинішньому етапі повинен сам впоратися зі своїми проблемами. А на яких условиях Україна може допомогти? Ви знаєте, це питання, яке Росія інспірує і нагнітає. Так, от гуманітарна криза, от повинні там, а давайте ми перестанемо, хай окупант перестане постачати військові частини. І тоді проблема сама собою піде. Разумеете, даже вопрос о нерациональном использовании водных ресурсов Крыма, потому что воды для мирных жителей, для граждан Украины в Крыму хватает. Но так как Российская Федерация продолжает со своей территории туда завозить большое количество людей, продолжает милитаризировать территорию, вот проявляются вот такие проблемы, которые мы видим сегодня. Плюс ко всему прочему, за 5 лет, за 6 лет оккупации, оккупационные власти не сделали ничего, чтобы предотвратить сегодня дефицит воды в Криму. Ну, питання ще в іншому. Пам'ятаєте, коли вони казали, що нам нічого не треба, ми самі управимося. І зараз Путін цю тезу знову ж розганяє, що ми все самі зробимо. Да, і вчора об этом Песков теж говорив. Але дивіться, коли там була в лапках злочинна влада, яка з російської точки зору не санкціоновано колись отримала територію Криму, проблеми з водою були? Ні, не було.
Тому, вибачте, якщо ви окупували територію і потрапили в таку ситуацію, то давайте вже в рамках чинного законодавства міжнародного утримуйте територію. Якщо ви не можете, ну тоді йдіть геть. І Україна допоможе і зробить все так, як було раніше. Ну, тут питання дуже просте, але воно, я розумію, що це не політкоректно, але це емоційно. Але раніше було краще, поки вас не було, я маю на увазі росіян. Ну и согласно международному праву, вот вы видите, как сегодня российские оккупанты апеллируют к международным структурам. Мы видели некоторые заявления Поклонской, псевдопрокурора Крыма, к Организации Объединенных Наций, потом Совет Российской Федерации при ООН также публиковал некое заявление к структурам организации. Недавно Сергей Лавров переговорил с генеральным секретарем Совета Европы вопрос в Крыму. И вот вчера буквально председатель Комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий отметил плачевную ситуацию с водоснабжением Крыма. Он считает, что Совет Европы игнорирует данную проблему, и по теме аннексии Крыма они уделяют больше внимания, сказал Слуцкий, что, правда, здесь он не соврал. Ну, питання в іншому. Давайте подивимося на цю ситуацію трошки глибше. Хто з Російської Федерації, офіційних органів, звернувся до ООН? Ніхто. Це були якісь псевдоорганізації, які начебто звернулися від імені когось. Розумієте, ну в міжнародному праві такого немає. Є конкретні моменти, є держава, є ООН, є звернення. Якось так вони десь боком там обходять цю ситуацію. Це неправильно. Тому, в принципі, те, що наш президент ініціював створення Кримської платформи без Росії, ми знову в ефірі це вже, мабуть, втретє вже повторюємо, це дуже правильно, тому що ми повинні апелювати через призму міжнародного права до нормальних держав. Я не вважаю Росію нормальною державою, і знову це не політкоректно звучить, але ця держава зробила все для того, щоб попрати міжнародне право, викинути його на узбіччя і через право сили диктувати всьому світу, як буде відбуватися. Це неправильно. Тому Україна правильно робить, що створює майданчик, на якому може оцього агресора притягнути до відповідальності, або хоча б зробити якийсь крок до того. Я розумію, що це швидко не відбудеться. Обсудим еще с вами эту тему. Давайте сейчас подключим к нашей беседе аналитика Крымсос Евгения Ярошенко. Он сейчас с нами на прямой связи. Пане Евгене, витаю вас, чуете? Ага, сорвался, к сожалению, у нас телефонный звонок. Мы попробуем еще раз набрать Евгения Ярошенко, аналитика Крымсос, который нам подробнее расскажет о ситуации в Крыму с водоснабжением, с наполняемостью водохранилищ и так далее. Ну вот смотрите, мы же видим, как оккупанты все же апеллируют к международным структурам. Вот в наших эфирах недавно представители украинской делегации парламентской ассамблеи Совета Европы также говорили, что русские пытаются там поднимать этот вопрос, поднимать вопрос некой гуманитарной катастрофы и так далее. Вот как вы считаете, вот эти попытки оккупантов дискредитировать Украину в глазах наших западных партнеров могут увенчаться успехом или же нет? Ну, дивіться, якщо людина когось щось вкрала, а потім апелює до того, що в цій кишені якась дірка, ну, вибачте, ну це примітивно я ілюструю цю ситуацію, але це взагалі історія не про справедливість. Тому да, що... но учитывая мощное пророссийское лобби в некоторых европейских структурах. Ми усвідомлюємо, що там дуже потужне лобі, але справедливість вона повинна бути. І весь притомний світ цивілізований усвідомлює, що це була незаконна дія. І тому зрозуміло, я впевнений в тому, що ми досягнемо перемоги. Не зараз, з певним часом. Але на нинішньому моменті ми бачимо, що Росія апелює до того, що сама порушила. Уявіть собі на секундочку, вона це все порушила, а потім каже, давайте жити по тим правилам, які я порушила. Так може треба повернути. Давайте, да, Евгений Ярошенко, он к нам подключился. Давайте его присоединим к нашей беседе. Пане Евгене, витаю вас. Доброго дня. Да, доброго дня. Насколько сегодня остается критическая ситуация на территории временно оккупированного Крыма с наполнением водохранилищ?
Ну, как мы видим новостную ленту, ситуация в этом году самая плачевная в плане водообеспечения за все 6,5 лет оккупации. Это связано как с природными вещами, такие как то, что водохранилища, самое крупное в Крыму, они стремительно высыхают без воды Северокрымского канала. Это связано с тем, что это лето 2020 года было самое засушливое за 150 лет. Ну и есть также субъективные факторы, которые не связаны от природных условий. Это стремительное увеличение населения Крыма. Например, по некоторым подсчетам, за 7 лет население Севастополя на 80% увеличилось. В основном за счет российских военных и их семей. И мы понимаем, что это создает дополнительную нагрузку на и того ограниченные водные ресурсы Крыма. Ну и таким образом с каждым годом ситуация все больше и больше усложняется. Что вы думаете относительно инициатив руководства Российской Федерации о создании неких установок по опреснению морской воды? Ну, у России есть 3, как минимум, способа выхода из ситуации, но не все из них могут быть эффективны. Первый способ, который раньше говорили, это переговоры об открытии, возобновлении работы Северокрымского канала. Но здесь позиция Украины сводится к тому, что это проблема государства-оккупанта, и Украина не должна поставлять воду для обеспечения потребностей оккупанта. Второе — это как раз опреснение соленой воды. Но это довольно затратная технология. По некоторым отчетам, такая вода, которая ее цена может быть даже сопоставима с нефтью. И в условиях санкций вот эти технологии под сомнением, что они могут быть настолько доступны для России. И третий способ — это выкачка из артезианских скважин. Но здесь проблема. Еще во времена Советского Союза был запрет на выкачку артезианских скважин, потому что со всех сторон соленая вода, и она попадает в почву. Из-за этого деградирует сельскохозяйственные угодья, ну и, соответственно, сельское хозяйство тоже вместе с этим. Ну и четвертый способ — это какие-то авантюры. Например, недавно перекрыли одну речку, Бирюк-Карасу, если не ошибаюсь. Ее загородили, создали искусственный ставок на украинском языке для того, чтобы Симферополь как-то элементарно, жители Симферополя не умерли от недостатка воды. То есть это попытки... Ну а насколько долгосрочными могут быть эти меры? Эти меры, они призваны чуть-чуть смягчить остроту дефицита воды, но они не являются долгосрочными. Они создают очень негативное влияние на окружающую среду. Нарушают всю экосистему. Пане Олеже, как вы считаете, на что может пойти Путин ради водоснабжения Крыма, если угроза Херсонской части материковой Украины? На жаль, думаю, так. Але тут питання в тому, наскільки буде в Росії ситуація, навколо Росії, тому що ми бачимо зараз, весь світ перебуває в зоні турбулентності. Той же Карабах горить, палає, так? Тому я думаю, що він може піти на все, але чи наважиться він на це на нинішньому етапі – велике питання. Тому що те, що відбувається навколо Криму, це була колись історія успіху. І показувалося мешканцям Криму, які пішли на псевдореферендум, і, можливо, хтось із них дійсно проголосував, що це буде краще. Це будуть пенсії, це буде краще, ніж в Україні. На нинішньому етапі ми бачимо, що це не так. Це дуже не так. Якщо при тій поганій Україні, я в лапках беру це слово, все було нормально.
була вода не по, як кажуть, карточкам, все було нормально. Сільське господарство працювало через призму нормальної води, і були успіхи, і були якісь прибутки у людей. Нормальні прибутки насправді були. А тепер, коли прийшла справедлива в лапках російська влада, забрала територію, яка колись їй належала в лапках, і тепер все дуже погано. Я не впевнений, що там якісь будуть заворушення, але питання в тому, що це питання треба буде вирішувати, і що Росія спробує, як ми з вами раніше говорили, перетиснути Захід через міжнародне право. Але я думаю, що ці потуги будуть марними, тому що коли ти один раз і не один раз поправ ці міжнародні норми і до них апелюєш, ну тоді це питання просто можна кричати так в пустелю або в якусь там рідину, або якийсь пристрій. Можна кричати, але там нічого не буде. Пане Евгене, насколько сегодня дорого и тяжело обходится Крым Российской Федерации с аналитической вашей точки зрения? Ну, если посмотреть на картину, то вода фактически остается одним из немногих инструментов влияния Украины, даже давления Украины на Россию за оккупацию Крыма. В 2014 году, когда Россия захватила Крым, то были еще нерешенные проблемы. Это проблема коммуникации, пока не построили Керченский мост. Это проблема с электроснабжением. В общем, логистическая цепочка, из-за чего содержание Крыма было слишком дорого. Сейчас, после Керченского моста, ситуация чуть-чуть с точки зрения России, вот эта вот тяжесть, тягар от оккупации, он немножко ослаб. Но остается нерешенным вопрос воды. И как мы видим, попытки решить через опреснение соленой воды или через артезианские скважины, они неэффективны, недолгосрочно, они приводят к экологической катастрофе. И поэтому, если посмотреть на все экономические, экологические тенденции вокруг водоснабжения, то можно сделать аккуратный вывод, что дальше все труднее и труднее будет России удерживать Крым. Спасибо вам большое. Евгений Ярошенко, аналитик Крымсос, был с нами на прямой связи. А пане Олеже, давайте еще вместе с вами обсудим милитаризацию полуострова, учитывая, что поспред США при НАТО Кей Бейли Хэтчисон утверждает, что милитаризация оккупированного Россией Крыма заставляет держать усиленное военное присутствие Альянса на востоке Европы. Об этом она сказала на видеоконференции в Zoom, сообщает украинское информационное агентство «Униан». Давайте ее послушаем. Незаконна спроба захопити Крим змусила нас до підвищеної присутності не на постійному рівні, а на рівні ротації сил, щоб стримувати будь-яку подальшу діяльність Росії і на майбутнє, щоб Крим повернувся в Україну. В связи с аннексией России Крыма, а также из-за роста терроризма и киберугроз в мире, НАТО необходимо обновить свою стратегическую концепцию. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Ян Столтенберг. Вот что он сказал. Ми повинні розуміти, що за останні 10 років ми бачимо фундаментальні зміни у сфері безпеки. І прийшов час модернізувати, адаптувати, переглянути стратегічну концепцію НАТО, тому що ми спостерігаємо більш напористу Росію, ситуація навколо якої в корені змінилася після 2014 року і після Криму. Ми спостерігаємо підйом ісламської держави, зростання тероризму, зростання кіберзагроз, проблеми зміни клімату. Ми бачимо зміну балансу сил у світі на прикладі Китаю. Миссия Украины на заседании Комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций также заявила о милитаризации России и гражданских космических объектов в аннексированном Крыму. Вот что говорится там.
Росія мілітаризує цивільні космічні об'єкти, захоплені в окупованому Криму. Передача НІП-16 біля Євпаторії під контроль російського Міноборони свідчить про посилення мілітаристського компонента в політиці Росії як щодо Криму, так і відкритого космосу. Пане Олеже, вы знаете, к Новому году Организация Объединенных Наций должна рассмотреть две резолюции. Одна коснется нарушения прав человека на территории оккупированного Крыма, ну а другая коснется милитаризации полуострова Черного и Азовского морей. Но так или иначе, эти резолюции носят рекомендательный характер. На что они повлияют, изменят ли они ситуацию, как мы можем вообще влиять на милитаризацию этого региона нашего? Дивіться, по-перше, зараз Росія чинить на розумілому для них мові безпреділ. Дивіться, періодично Чорне море фактично закривається під приводом того, що там проводяться ракетні стрільби, якісь там морські навчання. Це порушень, бачите, що Росія робить? В рамках міжнародного права. Це дозволено. Коли Росія проводить, або держава, скажімо так, проводить навчання, вона вчиняє наступні дії, щоб ніхто не постраждав, говорить про те, що ми закриваємо цей простір на певний період. Але Росія це робить регулярно. Фактично вона анексувала і Азовське море, фактично Чорне море на межі цього перебуває, тому що експлуатуючи міжнародне право, в однобічному плані Росія просто анексує цю територію так само, як анексувала зовсім недавно, але, скажімо так, український Крим. Тому я не впевнений, що рекомендаційні заходи можуть якось вплинути на агресора. Агресор повинен потрапити в ту ситуацію, коли діалог буде на рівні. І це може відбутися тільки в тому моменті, якщо Україна зможе урівняти військову міць в Чорному морі, коли нам західні країни допоможуть урівняти саме мілітаристичну складову, щоб тоді Росія буде якось прислухатися. Коли в неї зараз перевага в рази над українською, скажімо, військовою міццю в акваторії Чорного і Азовського морів, це історія про те, що говорить сильний і слабкий. Тому я вважаю і переконаний в тому, що Путін розуміє тільки одну мову – це мову сили, і він її поважає. Тому я думаю, що резолюції – це дуже класно, якісь міжнародні реакції – це взагалі супер, але я розраховую на те, що Захід нам допоможе, все-таки, як і Британія, тобто коли президент поїхав в Британію, домовився все-таки про військове співробітництво з Туреччиною, про військове співробітництво. Оце історія успіху. А дипломатичні кроки теж необхідні, але повинні за потужною дипломатією стояти потужні гармати. Тоді Росія буде прислухатися. А в іншому випадку вона буде й далі заходити, як той щур, далі, поки будуть їй дозволяти міжнародне право, міжнародне схильне ставлення до того, що, а може, вони колись зупиняться. Тому я песимістично ставлюся до якихось рекомендацій. Я все-таки вважаю, що з Росією треба говорити через призму сили. Тоді, можливо, щось може змінитися. Дуже дякую вам, пане Олеже. Олег Лісний, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Чохсагу, у нас військовий експерт Ігор Козія зараз приєднується до нас. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Насколько сегодня, по вашей информации, по вашим данным, вы отслеживаете ситуацию, в том числе на территории временно оккупированного Крыма, милитаризирован полуостров? Лю, не чути вас, вибачте. Алло, зараз чуєте? Да, зараз питання повторіть, будь ласка. Да. Насколько серьезно сегодня, по вашим данным, по вашей информации, милитаризирован полуостров? Це залежить від того, наскільки в порівнянні до чого ми беремо. Якщо в порівнянні до 2014 року, коли Україна, будемо казати, володіла чи контролювала на початок 2014 року, контролювала цю територію,
то ми можемо сказати, що це значно. Відбулася мілітаризація. Разом з тим, якщо порівняти з 91-м роками, коли це був Радянський Союз, то якраз Росія прагне на сьогоднішній день відбудувати ту структуру, інфраструктуру, відбудувати ті речі, які були в військовому плані там налагоджені. Ясно, що Росія ще поки що не досягла, але прагне цього. Це однозначно. Есть ли на территории временно оккупированного Крыма ядерное оружие, как думаете? Ви знаєте, це питання дуже, будемо казати, непросте. Непросте питання. Однозначно ознаки того, що тактичну ядерну зброю має присутність там, це я не виключаю. Точно так же, як не можу виключати, що ядерна зброя оперативного плану, вона теж може бути розміщена там на крилатих ракетах або базуватися безпосередньо на ракетах, носіями яких є кораблі Чорноморського флоту. Тобто це питання виключати однозначно не можна, тим паче, що неодноразово така інформація надходила від місцевих мешканців і розвідувальних структур певних, то що Російська Федерація вживає заходи щодо розміщення ядерних боєприпасів на території Республіки Крим. Дуже дякую вам. Ігор Козій, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Ну а зараз присоединяється к нашому ефіру Світлана Кушніра, політолог. Пані Світлана, вітаю вас. Вітаю, студия. Ну что ж, вот мы сейчас обговариваем милитаризацию временно оккупированного Крыма, Азовского и Черного моря. Как вы думаете, как мы можем влиять на эту ситуацию? Можем ли влиять на эту ситуацию? Я думаю, що складно нам впливати на цю ситуацію, але так чи інакше у нас є оперативний інструмент та міжнародні ноти протесту. Це звернення і фіксація до країн співдружності НАТО, до Європейського Союзу стосовно того, що відбувається. До речі, і до Турції в тому числі. Тому що нарощування озброєння на території окупованого Криму може загрожувати і загрожує безпеці не лише України, ми маємо на увазі можливе сухопутне вторгнення, але й всьому Чорноморському регіону, всім країнам, які тут є. Тому я би дуже хотіла, щоб ми це не тільки фіксували, а заручилися підтримкою, щоб і міжнародна спільнота, особливо країни Чорноморської акваторії, нас підтримували і своє ставлення виказували стосовно цього. Ну, вы знаете, что ближе к Новому году Организация Объединенных Наций будет рассматривать резолюции по Крыму. Одна коснется прав человека, нарушения прав человека, а другая милитаризация полуострова. Ну, как ожидается, все-таки поддержит эту резолюцию. Это будет уже второе по милитаризации, пятое по правам человека. Каждый год нас поддерживают наши страны, которые поддерживают и высказывают свою поддержку территориальной целостности Украины. Но что это меняет? Это как-то действительно глобально влияет на ситуацию? Ви знаєте, я скажу, що ми не можемо відступатися, але цей процес буде довгим. Ми пам'ятаємо, що повернення кримських татар після 1944 року, воно ж не відбулося за рік і за два. І навіть за 2 десятиліття не відбулося. Але воно ж все-таки сталося. Я знаю, що у каналу АТР є дуже гарна таке сентенція. Ми повертаємося, ми завжди повертаємося. Безусловно. Я вважаю, що по цьому шляху ми маємо йти, не відступати, але бути готовими, що це буде довгий шлях. Ну і ми завжди чекаємо, що у Російській Федерації щось зміниться в плані керівництва. Можливо, це станеться після чергової каденції пана Путіна, тому що поки що я не бачу виходу. Але, на жаль,
це час, який йде для дуже багатьох родин, які розірвані, одні залишилися на півострові і весь час перебувають в небезпеці. Ми з вами обговорювали до Гульсум ту страшну подію, яка відбулася, коли декільком кримським татарам, які є громадянами України, за те, що вони кримські татари, перезначили терміни загальною кількістю там на 100 років. Це неможливо осягнути людським розумом, але тим не менш це покалічені долі наших громадян, за які, я думаю, що Російська Федерація має відповідати. І не лише перед політичному плані, політичному виморі. Я все ж таки сподіваюся, що наша держава почне економічно обраховувати наші збитки і виставляти планомірно рахунки через подачу позовів до міжнародних судових установ. Вы знаете, руководство Украины инициировало создание международной платформы по деоккупации полуострова. Об этом и президент Владимир Зеленский сказал, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи, продублировал еще раз позавчера, выступая с трибуны Верховной Рады Украины. Он заявил, что уже переговорил с рядом представителей европейских стран, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как вы оцениваете эту инициативу? В каком случае она может быть ефективний? Ви знаєте, я є послідовним критиком влади, але якщо пану президенту Зеленському вдасться створити такий міжнародний переговорний майданчик, на якому буде залучена впливова міжнародна спільнота, я буду це вітати. Я буду вважати це його першою великою стратегічною перемогою, маленькою, але все ж таки перемогою на міжнародній арені по шляху деокупації нашої території, нашого Криму. Я думаю, що це надто складно. Я хочу вітати створення такої платформи, але поки що ми знаємо, що це лише заяви. Сподіваюся, що найближчим часом ці заяви ми зможемо оцінити не в розрізі політичної боротьби, бо ви знаєте, що зараз виборчі процеси, дуже багато президент говорить, намагаючись, так скажемо, до себе електорально і до своєї політичної сили так чи інакше залучити прихильників, а ми будемо оцінювати вже в розрізі створення, подивимося, які сильні гравці будуть туди залучені. Ви знаєте, що президент говорив, що должен быть привлечен к этой платформе? Ну, судячи з того, що президент весь час наголошує, що треба повернутися до Будапештського меморандуму, то, можливо, Великобританію залучать. Не знаю, подивимося. Можливо, Сполучені Штати Америки таки в кінець кінців захочуть війти в цю консультаційну дорадчу групу або брати участь в переговорах на цьому майданчику, тому що вони теж були гарантами нашої безпеки. Сподіваюся, що це вдасться. Поки що будемо вітати навіть такі заяви, але хотілося, щоб все ж таки це була створена платформа, на якій не просто зустрічалися, а вирішували питання і йшли по шляху деокупації, витискаючи з нашої землі, з нашого півострова державу-окупанта, виставляючи її рахунки за втрачені життя, за втрачене майно, за роздерту, землю, за те, що зараз там посуха страшна, коли виснажені ріки, озера і сховища води. Тому що дуже багато, до речі, військові бази, яких там понабудовували за ці останні роки, беруть води. Тому ми знаємо, яка зараз ситуація і з водопостачанням і в Сімферополі, в Севастополі, і взагалі по всій території Криму. Тому ми маємо про це говорити в спільноті, говорити, що за це має нести відповідальність Російська Федерація. Власне, вона за всіми міжнародними установчими і правовими актами вона їх несе, але Україні потрібно це обраховувати вже в грошах. Тому що насправді на Заході чують, що ми говоримо, що ми бідкаємося, але найкраще розуміють, коли ми говоримо це в цифрах. Скільки втрачено, стільки-то мільярдів доларів чи євро, скільки ми могли би потенційно заробити за цей час, якби ця територія була наша. Це ті втрати, знаєте, які ми теж маємо обрахувати і виставити на вид Російської Федерації. Давайте подключим к нашей беседе сейчас народного депутата Украины фракции «Слуга народа» Нелли Яковлеву. Она нас слышит. Пани Нелли, витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Есть ли какие-то у вас новости о работе в направлении создания платформы по деоккупации полуострова?
Собственно говоря, президент еще один раз во время своего выступления актуализировал этот вопрос. Также Министерство иностранных дел сообщило о том, что они переходят к новой фазе подготовки Крымской платформы, суть которой заключается в том, чтобы вести активную информационную, адвокационную кампанию с другими государствами. Мы понимаем, что для того, чтобы работа этой платформы была как можно более эффективной, необходимо привлечение большого количества участников. Только в таком случае мы можем действительно сделать из нее действенный рабочий инструмент. Поэтому сейчас ведутся переговоры с максимальным количеством участников для того, чтобы этот процесс был запущен на высоком уровне с представительством многих стран. Ну, я так понимаю, что сейчас ведутся переговоры о привлечении представителей различных стран на саммит крымский, да, который планируют провести после Нового года. Да, это, собственно говоря, привлечение стран на саммит, но мы понимаем, что если страна дает свое согласие, то фактически она поддерживает инициативу постоянной работы Крымской платформы по деоккупации. И, конечно, это на страну накладывает тоже определенные обязательства. Мы понимаем, что Российская Федерация, если этот проект Крымской платформы будет активно двигаться, будет вести обратную кампанию и, скажем так, давить определенным образом на те страны, которые дают свое согласие вступить на эту Крымскую платформу. То есть фактически мы входим в такую фазу международного политического противостояния, запуская, если Крымскую платформу как масштабный проект. Можно ли говорить уже о каких-то странах, которые дали свое согласие на участие в этой платформе? Я думаю, что все-таки этот список должен будет оглашать МИД, в первую очередь, как инициатор этой платформы, либо президент, ну, уже в зависимости от того, каким образом это будет. Но до тех пор, пока страна не дала свое окончательное согласие, мы все-таки не можем это озвучивать публично. Пані Неллі, а вот что касается после проведения Крымского саммита, да, я так понимаю, что уже на этом саммите примерное будет формирование Крымской платформы, крымского формата, как это все будет выглядеть. Вот как вы себе это видите? Это будет представители различных стран в рамках какой-то организации ежемесячно или каждые полгода или в год один раз собираться и обсуждать тему Крыма? Это более будет широкий формат или с ограниченным количеством участников, как, к примеру, в нормандском формате? Вот как вы себе это видите? На самом-то деле я здесь не могу принимать этого решения, скажем так, по поводу того, как будет выглядеть эта платформа. Чтобы у нас было примерное понимание. Поскольку здесь все-таки, да, Министерство иностранных дел должно проработать этот формат и должно выработать все нюансы и механизмы этой работы. Но исходя из того, как это происходит обычно, условно, или в рамках нормандского формата, или в рамках тристоронней контактной группы, мы понимаем, что это будет разный уровень работы по Крымской платформе. Что касается разного уровня, то есть если мы пойдем по нормандскому формату, мы знаем, что там есть уровень президентов, премьеров, министров иностранных дел и политических советников. Я думаю, что то же самое будет по кругу участников здесь, чтобы это было разноуровневое представительство для решения профильных вопросов. По крайней мере, так было бы вполне логично сделать. И последнее по этой платформе я у вас хотела вот что спросить. Если мы говорим о странах-участницах, которые нас поддерживают, они всегда выражают нам свою поддержку территориальной целостности Украины, непризнанию оккупации полуострова и так далее. О чем тогда мы будем говорить с нашими западными партнерами в рамках этой платформы, если об участии России на этой площадке говорить не приходится? Действительно, об участии России говорить не приходится, поскольку позиция остается неизменной, что вопроса по Крыму его просто нету для Российской Федерации, соответственно, никакого обсуждения воспроизводиться не будет. Я хочу сказать, что для Российской Федерации сам факт обсуждения разными государствами, да, в рамках единой платформы, это уже будет серьезный механизм давления. О чем мы можем говорить с точки зрения эффективности работы? Механизм деоккупации в любом случае, в данном случае с Крымом, он должен предполагать и решение международных судов. И мы понимаем, что часто эти процессы затягиваются. Но мы понимаем, если будет вовлечено большое количество участников, в том числе и западных стран, эти механизмы могут быть достаточно разнообразными. Начиная от элементов юридического давления, да, по ускоренной процедуре рассмотрения дел, заканчивая, собственно говоря, возможными дополнительными экономическими санкциями и, возможно, другими дипломатическими методами
давление, поскольку это действительно будет новая платформа и единственный инструмент, который поможет ускорить процесс деоккупации. Спасибо большое, пани Нелли. Большинство ваших коллег сейчас находятся на Донбассе. Я так понимаю, вы не поехали с ними, правильно? Нет, я не поехала с ними. У нас есть ряд выездных заседаний. Мы системно работаем по проблеме Донбасса. Мы напрямую общаемся с людьми. И когда мы выезжаем на Донбасс, мы обязательно принимаем решение по своему выезду. Соответственно, либо у нас происходит решение комитета и дальше следуют законодательные инициативы, либо мы обращаемся в Кабмин. В общем, мы ездим на Донбасс, скажем так, в рабочем порядке, делаем это системно. Возможно, эта поездка была бы более, скажем так, интересной для тех коллег, которые никогда не были на Донбассе и, соответственно, действительно ознакомиться с жизнью военных. Будете ли вы на фракции, постоянно. Будете ли вы на фракции после возвращения ваших коллег обсуждать их визит на Донбасс, возможно, какие-то решения принимать в дальнейшем? Я думаю, что бесспорно будем, поскольку у них все-таки была одна локация, это то, что касается линии передовой. К сожалению, программой не было предусмотрено встречи на прифронтовых территориях с людьми, что, в принципе, тоже было бы вполне необходимо для того, чтобы понимать не только, как живут военные, но и как живет мирное население. Соответственно, и чтобы видеть ту инфраструктуру, которую надо возобновлять, и понимать весь комплекс проблем. В целом, исходя из той программы поездки, которая была у партии «Слуги народа», могут быть приняты только какие-то решения по военной сфере и, соответственно, по реформе армии снова же. Дуже дякую вам. Чохсаголнес Нелли Яковлева, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», была с нами на прямой связи. Дякую. Дякую. Пани Светлана, ну что ж, вот вчера народные депутаты, это около сотни народных депутатов из фракции «Слуга народа», из партии «Слуга народа», с рабочей поездкой поехали на Донбасс. Сегодня уже второй день их пребывания там. Ранее об этой поездке сообщала заместитель фракции Евгения Кравчук. Что думаете? Ну, ми тільки що з вами почули фактично, скажімо, такий короткий аналіз і опис того, що відбувається, і яким чином одні депутати від цієї партії працюють системно, постійно спілкуються з громадянами, з військовими, знають болі, що там відбувається, як, можливо, допомагають вирішуватися це. А інші поїхали в таку турпоїздку, де подивитися, що там як перший раз. Я думаю, що було б краще це робити все ж таки не перед виборами. Фактично це може бути розглядатися, і дуже багатьма експертами розглядається як політичний піар перед виборами. З іншого боку, те, що зазначила пані Неллі, що спілкування з мешканцями прифронтових зон не відбувається, це не добре. Краще було би почути народ, щоб вони сказали. І тут ми можемо згадати в цій царині, що, на жаль, 18 районів Донецької і Луганської областей, які підконтрольні Україні, чомусь обмежені у праві обирати і бути обраним. Ви знаєте, Центральна виборча комісія вирішила, що там безпекове питання страшенної ваги, хоча у нас є перемир'я. До речі, тут треба плюс поставити президенту Зеленському, що все ж таки перемир'я він добився такого, поки що там більше 80 днів, якщо я пам'ятаю, на пам'ять, 87 чи 88 днів у нас іде перемир'я. Это не совсем так, пани Светлана, потому что сегодня сообщили, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим тишины, режим перемирия, да, и вот подразделения украинской армии открыли в этот раз огонь в ответ. Об этом сообщают в штабе ООС. Давайте послушаем в подтверждение моих слов. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Лебединське. Ще 2 факти порушень режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де в обідній та у вечірній час ворог застосував гранатомети різних систем. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» у вечірній час доби противник зі стрілецької зброї вів обстріл позицій об'єднаних сил поблизу населеного пункту Артема. Аби придушити вогневу активність ворога, зберегти власне життя і здоров'я, наші воїни відкрили вогонь у відповідь, що змусило противника припинити обстріл. Сами сейчас на прямой связи. Да, пани Светлана.
Я хотела просто прокомментировать, что я как раз хотела и отметить, что пока они туда не собирались и не ехали, обстрелов как таковых и не было. Такое ощущение, что они спровоцировали своей поездкой эти обстрелы. Это может быть совпадение, с одной стороны. С другой стороны, ну, видите, как случается. У нас долго было перемирие, и вот как только в день, когда они поехали, начались обстрелы. Я думаю, что ситуацией точно воспользовались оккупанты для того, чтобы показать, ну, пытаются показать, кто в доме хозяин. Но я напомню, что так или иначе свою территорию мы будем забирать. Мы определили, и президент Зеленский определил, что это будет политико-правовой путь. Там Парижское коммюнике, как вы помните. Поэтому в данном случае мы идем правильным путем по международному праву. Да, ну и при этом ряд пунктов Парижского коммюнике до сих пор не выполнены, к сожалению. Да. Давайте подключим к нашей беседе сейчас Георгию Туку, экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий. Пане Георгию, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Перемирия на востоке Украины все же нет или есть, как думаете? Ну, це поняття відносне, виходячи з доповіді ОБСЄ, його майже жодного дня і не було. Якщо брати до уваги ту кількість обстрілів, які зафіксовано спостережною місією міжнародною. Але порівнюючи з, наприклад, аналогічним періодом минулого або позаминулого року, то, звісно, інтенсивність обстрілів значно зменшилася. Ну а вот как вам видится стратегия сегодня украинского руководства по урегулированию ситуации войны на востоке Украины? Вот как вам видится вот эта стратегия? Она есть? Мы правильным путем идем или же нет? Попри те, що і президент Зеленський, і Кравчук, і Пристайко, колишній міністр закордонних справ, і Олексій Резніков намагаються нас переконати, що в них є плани А, Б, С, а Пристайко навіть казав, що є ще й план Д. Я переконаний в тому, що жодного плану, реального плану, стратегії немає. Я готовий про це сперечатись безпосередньо, чи ти хоч з Єрмаком, чи з Зеленським, мені байдуже. Якщо проаналізувати навіть останні вчорашні інтерв'ю Кравчука, де він там розповідав про 4 пункти деокупації, то хочу наголосити, що від керівництва нашої держави в рамках тези про вирішення проблеми деокупації окупованих територій жодного разу не звучить взагалі Російська Федерація. Складається стійке відчуття, що всі завдання має виконувати виключно Україна, і фактично те, що відбувається на Донбасі, це виключно відбувається тому, що щось Україна не хоче робити. Я переконаний, що це абсолютно хибна точка зору, бо є окупант, є агресор, і попри всі заяви там про створення вільної економічної зони, про виборчі процеси і вся ця, вибачте за слово, розумна, але порожня балаканина, треба зауважити, що перш за все має бути воля Російської Федерації, країни-окупанта. А до такої волі її можна виключно примусити, а не домовитись. Давайте подключим к нашей беседе сейчас народного депутата Украины фракции «Слуга народу» Юрия Камельчука, который находится непосредственно на Донбассе, поехал туда со своими коллегами. Пане Юрию, вітаю вас. Витаю, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, расскажите, где вы находитесь, с кем вы уже встречались, уже о чем говорили, что вы там увидели для себя нового, почерпнули? Дивіться, ми вже зараз повертаємося, насправді, поїздом назад. Спілкування, зустрічі закінчилось. Ми перебували безпосередньо на передовій. Конкретні точки я вам назвати, звичайно, що не можу, але в різних місцях була відстань від 2,5 кілометрів до метрів, наскільки я знаю, там навіть 50-70 до противника мається на увазі, до другої сторони. Про що спілкувалися? Спілкувалися про те, як живуть, чим дихають, як себе почувають, яке є забезпечення, їжа, умови проживання, зброя і так далі, і так далі, і так далі. Загалом просто по-людськи, без ніяких якихось політичных подгрунтик, чем моменты и так далее. Ну а что важного для себя подчеркнули? Что важного для себя подчеркнули? Что нужно делать?
Ну, дивіться, в хлопців настрій хороший, нормальний, бойовий, далі все окей, забезпеченням вистачає. Хіба що, напевно, побутові умови можна було б набагато покращити. Ми чули також моменти відносно того, як набирати на контракт побажання від командирів, трошки збільшити строки. Ми чули побажання відносно забезпечення військовослужбовців житлом. З цим залишається величезна проблема. 46 тисяч людей в черзі стоїть. Невирішене питання вже дуже давно. Так, ну і звичайно всі питаються, але зрозуміло, що депутати не можуть цього відповісти, тому що є головнокомандуючий. Що далі, як буде далі? Що стосується пострілів, стало звичайно, що набагато тихіше, проте провокації залишаються, їх не так багато. Були сьогодні вночі також провокації недалеко від тих місць, де якраз наші колеги перебували. Це окей, ніяких нікого ніде не зачепило, це було трошки збоку, далі було тихо. Ну, ось що можу вам зараз відповісти. Ви впервые были на фронті? На фронті, так, поблизу, місто там Слов'янськ і поруч. Ми приїжджали вже і раніше з колегами, спілкувалися з місцевим населенням, що як до чого. Ну і плюс якби спілкування, воно у мене особисто є, тому що в мене залишилась там частина рідні, знайомих, які з того боку, вони розповідають якісь свої настрої, свої відчуття. Тому я якби в курсі ситуації з першого дня. Общались ли вы с местными жителями прифронтовых зон? Дивіться, особисто в мене такої можливості не було. Частина з колег були поблизу населених пунктів, де там, якщо там пройтися буквально там кілометр, були і люди, і чи десь там бігали біля якихось там навчальних закладів, чи щось там таке було, це не так дуже далеко. Але я не можу зараз вам переказати нічого за них, тому що не встиг поспілкуватися, ми в різних вагонах є, ще не просто встигли між собою обмінятися інформацією. Ну а что дальше в Киеве? Вы будете собирать фракцию и обсуждать ваш визит на Донбасс, возможно, принимать какие-то решения? Дивіться, це ж загалом не була ціль якось зібрати якусь пряму інформацію. Важливо було на свої очі побачити, і щоб при прийнятті рішень, які будуть стосуватися армії, які будуть стосуватися рішень Донбасу, ми всі розуміли, що це не вигадана історія, що це війна там є, там гинули люди, там є військовослужбовці, які мають свої права, які стоять на сторожі. І хто був... Прерывается, к сожалению, связь. Спасибо вам большое, дуже дякую. Прерывается, к сожалению, связь, видимо, в связи с тем, что народный депутат находится в дороге. Юрий Камельчук, народный депутат фракции «Слуга народу», был с нами на прямой связи. Пане Георгію, пані Світлана, чуєте мене? Так. Да, да, ну вот сейчас услышали народного депутата Украины Юрия Камельчука. Что думаете относительно визита народных депутатов на Донбасс? Ви знаєте, я думаю, і мені, і пану Георгію різануло слух, коли народний депутат України сказав «та сторона», не назвавши, хто на тій стороні загарбав нашу територію, відкриває обстріли, кров проливає українських військовослужбовців і мирних громадян. І все одно вони та сторона. Для мене це дуже болісно. Дуже дякую вам, пані Світлана. Світлана Кушнєр, політолог, була з нами на прямому зв'язку. Пане Георгію, а что вы думаете относительно визита нардепов? Ну, я абсолютно убежден, что это очередной элемент зеленого шоу, ничего больше. Я имею особенное отношение к нашим военнослужащим и к Донбассу, и поэтому я очень болезненно воспринимаю подобные акции. И в категоричной форме иногда, может быть, не совсем корректно высказываю свое отношение к подобным вояжам. Недавно вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал, что Минск не является площадкой, на которой можно достичь мира, и не нужно ждать от него какого-либо чуда. Давайте вместе послушаем сейчас Резникова.
Всі чекають на диво, але хочу повторити, не потрібно чекати дива від Мінська. Він не є майданчиком, на якому можна досягти миру. У нас чомусь завищують очікування від цих консультацій, але це банальний логістичний майданчик, місце, де відбуваються консультації, спрямовані на досягнення певних завдань, окреслених лідерами і політрадниками країн Нормандської четвірки, гуманітарного, економічного характеру, припинення вогню і пов'язаних з цим питань. Также Алексей Резников сказал, что Минские соглашения следует пересмотреть и подписать на их основе более выгодные Украине. Цитирую: «Если Минские соглашения больше не работают, то давайте подпишем другие, например, стокгольмские. Почему нет? Швеция будет председательствовать с 1 января в ОБСЕ. Этот вопрос политической воли лидеров европейских стран и не только европейских». Конец цитаты, сказал Алексей Резников. Это реально, как вы думаете, пересмотрение Минских соглашений, а подписание нового какого-то соглашения? Более того, измена места дислокации. Ну, я наблюдал реакцию на это высказывание непосредственно в России. Но давно я не слышал таких издевок и сарказма по отношению к нашей стране, потому что чудесно россияне понимают, что ключ от мира лежит исключительно в кармане одного человека, который обитает в Кремле. И Резников, Зеленский, я или Порошенко может мечтать и рассказывать о каких угодно инициативах и форматах, но если Россия не будет вовлечена в этот процесс, то этот процесс останется мертворожденным. К сожалению, к нашему сожалению, Россия на сегодняшний момент не демонстрирует даже малейших намеков на изменение своей позиции, которая была провозглашена еще в 2014 году. Так, а что делать? Как быть? Может, стоит тогда выходить с этих Минских соглашений, которые уже какой год находятся в стагнации? Ни в коем случае Украине выходить из Минского процесса нельзя, потому что действительно, несмотря на то, что заявления некоторых политиков или псевдоэкспертов, которые утверждают, что Минские протоколы утверждены Советом резолюции Совбеза ООН, это не соответствует действительности. Минские протоколы являются исключительно политическим документом, никакой юридической силы они не несут, но на их основании действует целый комплекс санкций против Российской Федерации. Таким образом, если Украина самостоятельно выйдет из этого процесса, то могут рухнуть те антироссийские санкции, которые которые действуют со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов и целого ряда других стран. Если демонстрировать верх дипломатического искусства, то хотелось бы, чтобы наша власть нашла возможным принудить Российскую Федерацию выйти из Минского процесса. Да, это было бы чудесно. Спасибо вам большое. Дуже дякую. Чухса Гумус Георгий Тука, экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий, был с нами на прямой связи. Ну а мы переходим к следующей теме, которую мы обсуждаем каждый день. Нагорный Карабах. Там продолжаются бои между Арменией и Азербайджаном. Армия Азербайджана, которая на Южном фронте Карабаха дошла с боями вдоль границы с Ираном до границ Армении, начала продвигаться на север Нагорного Карабаха, сообщают журналисты. Оттуда тем временем Минобороны Азербайджана сообщает о еще одном сбитом беспилотнике вооруженных сил Армении. Беспилотник был уничтожен подразделением ПВО ВС Азербайджана при попытке совершить полет в направлении Нахчевана. Азербайджанские города Кабаласи, Азань, Кюрдамир 22 октября, как сообщается также в Министерстве обороны Азербайджана, подверглись ракетному обстрелу с территории Армении. Ильхам Алиев, президент Азербайджана, в свою очередь сообщил, что у Армении нет будущего без нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией. Он сказал, что Азербайджан не отвергает ведение наблюдателей и миротворцев в Карабах, но выдвинет свои условия. Также Ильхам Алиев отметил, что мониторинговая миссия ОБСЕ выступит с предложениями по составу, срокам и числу наблюдателей и миротворцев в Карабахе. Вот что он сказал. Давайте послушаем. Вірмено-турецький кордон закритий через окупацію. Якщо вона закінчиться, кордон буде відкритий. Це офіційна позиція турецького уряду, і вірменська сторона про це знає.
Давайте подключим к нашей беседе сейчас Азербайджан. Вугар Мамалиев с нами сейчас на прямой связи. Вугар, селям алейкум. Алейкум ассалам. Селям алейкум. Взаимно. Ну, расскажите, какие у вас там последние новости? Удалось ли азербайджанской армии еще продвинуться вперед? Вы знаете, мы с вами встречаемся в момент, когда несколько минут назад господин президент на своем твиттере объявил о освобождении населенных пунктов и заявил о полностью освобождении границы между Азербайджаном и Ираном полностью восстановлена. И территории, которые были более 27 лет оккупированы армянскими войсками, они освобождены. Он поздравил азербайджанский народ, азербайджанский и иранский народ с этой победой и объявил о восстановлении границы Азербайджанской республики вдоль иранской границы. К сожалению, сегодняшний день был омрачен событиями, которые произошли сегодня утром. В утренние часы, в ранние часы армянские войска ракетным обстрелом подвергли азербайджанские города, мирное население, населенные мирными людьми. Это Кюрдамир, Габаля и Сиязан. Это территория, города, районы, которые находятся далеко от зоны военного конфликта. Город Сиязан Сиязанский район находится недалеко от города Баку, но, к сожалению, армянские оккупационные войска, которые находятся на территории Азербайджана, не упускают момента и обстреливают наши территории как вдоль Карабахской равнины, так и со стороны территории Армянской республики выпускают ракеты по населенным пунктам Азербайджана. Как вы расцениваете такие действия Армении? Не кажется ли вам, что она пытается таким образом спровоцировать полномасштабную войну в регионе с участием РФ как член организации ДКБ? Вы совершенно верно отметили. Армения хочет вовлечь в войну Российскую Федерацию. Сегодня фейковые новости, которые были распространены в армянской прессе, что около 70 снарядов были брошены азербайджанской армией, они попали на иранскую территорию, они хотят вовлечь Иран в эту войну и завязать такую крупномасштабную войну в нашем регионе. Но доблестная азербайджанская армия во главе с главнокомандующим Ильхам Алиевым, она продвигается вдоль Карабаха, как вы уже объявили об этом, ссылаясь на ваши источники, и победа будет за нами. Вот многие военные эксперты у нас в Украине пишут про Лачинский коридор, сообщая о его стратегической важности как дороге жизни. Вот раскройте нам подробнее, что это за Лачинский коридор и насколько близко к нему уже приблизилась азербайджанская армия. Вы знаете, о Лачинском коридоре, а вообще в районе Лачин очень красиво высказался Карен Шахназаров на российском телевидении. И он сказал, что Карабах находится в Азербайджане. И вот раньше Кельбаджарские и Лачинские районы, которые связывают Карабах с Арменией, эти территории принадлежат Азербайджану. И уже более 27 лет эти территории оккупированы армянскими войсками. И был создан такой коридор между Арменией и Азербайджаном. Вот этот Лачинский коридор имеет огромное значение. Наши войска уже находятся близко к этому Лачинскому коридору, и после того, как Лачинский коридор будет завоеван, вопрос о существовании, о жизни Армении и Карабаха будет решен окончательно. Ну а насколько близко? Вот те районы, которые были освобождены сегодня, они уже находятся на границе с Лачинским районом. А я вот попрошу сейчас вывести наших режиссеров карту, которую здесь сегодня публикуют у нас в стране, в том числе вот эта карта, это сейчас последняя, вот посмотрите, пожалуйста, или же все-таки еще дальше продвинуться удалось азербайджанской армии? К сожалению, я не могу хорошо видеть. Если важно, экран... Можно выдать на экран карту? А я сейчас выведите, да, полностью, пожалуйста, на экран. Видите, Вульгарби? Да, вот где вот светло-зеленая часть есть, вот это близко к Лачинскому коридору. То есть в этой части сейчас продвигается вперед азербайджанская армия, правильно я понимаю? Да, фактически юг полностью освобожден будет. Да. И так называемая Нагорно-Карабахская республика, она остается внутри анклава в Азербайджане.
Угарби, мы понимаем, что азербайджанский народ, который 30 лет ждал и терпел вот освобождение своих территорий, ждал возвращения к себе домой в эти населенные пункты, которые были оккупированы, они будут требовать и требуют от президента Азербайджана Ильхама Алиева, чтобы тот пошел дальше и освободил полностью свои территории. Вот как вам видится, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, руководство Азербайджана готово дойти до конца и деоккупировать полностью свои территории, потому что мы понимаем, что также на него будет давить Европа и Российская Федерация в том числе. Гульсум Ханым, вы знаете, спасибо за вопрос, очень грамотно поставлен вопрос. Я вам скажу одну деталь. Есть 4 резолюции Совета Безопасности ООН от 92-93 годов, в которых четко написано, что они замедлительном и безоговорочном выводе армянских оккупационных войск с территорий, оккупированных территорий. И я с уверенностью могу сказать, что сегодня во главе с главнокомандующим азербайджанскими войсками, азербайджанские войска полностью имплементировали 884-ю резолюцию, которая была принята после оккупации Армении Зангиланского района. Так что ни Европа, ни Россия, ни одно другое государство не скажет Азербайджану, почему вы пошли против моей воли, которую я предоставил, которую она высказала в начале 90-х годов, приняв единогласно резолюцию Совета Безопасности ООН. То есть Азербайджан руководствуется международным правом и правом освобождения собственных территорий. Вы, наверное, слышали недавнее заявление Николы Пашиняна, который призвал своих сограждан к оружию в конфликте с Азербайджаном. Он заявил, что дипломатического решения карабахского конфликта не будет еще долго. Вот как вы расценили это заявление Пашиняна? К сожалению, с приходом власти Пашиняна все переговоры, которые велись более 20 лет, пошли, так скажем, на смарку, извиняюсь за выражение. Но действия Пашиняна, политика Пашиняна привела к тому, что сегодня азербайджанская армия вынуждена была пойти на деоккупацию своих территорий, потому что все эти переговорные процессы, которые шли в эти более 20 лет, Пашинян перечеркнул, и сказав единую фразу, что Карабах — это Армения, и точка. И наш президент, когда Карабах — это Азербайджан, восклицательный знак, и руководя своими вооруженными силами, он добился того, что на сегодняшний день Азербайджан уже приблизился к границам Нагорного Карабаха. Как вы думаете, вот это согласованное, вот это перемирие министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Российской Федерации, оно уже полностью провалилось или же можно будет к нему вернуться? Вы знаете, устами Пашиняна невозможно вернуться, потому что он же сказал, что дипломатия здесь не пахнет. Ну а это перемирие Азербайджану нужно сегодня? Перемирие, которое навязывают Азербайджану сегодня Российская Федерация, европейские страны и так далее. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в неоднократных своих интервью высказывал свое мнение по этому поводу. Единственное условие, после которого Азербайджан может приступить к переговорам о мирном решении конфликта, это вывод оккупационных войск из оккупированных территорий. Это единственное условие, которое Азербайджан ставит. У нас других условий нет. Единственное условие — вывод оккупационных войск. Угарби, и вот такой эмоциональный, возможно, вопрос. Какое настроение сегодня у азербайджанцев в вашей стране? Алло. К сожалению, я вас не слышу. Алло. Алло. Я не успел, Гульсум Ханым. Алло, а сейчас слышите, Угарби? Сейчас слышу. Да. Поделитесь настроениями азербайджанцев сегодня вот в вашей стране. Продолжает ли мобилизация населения? Как много людей уходят на фронт? Добровольцев. Желающих очень много, но регулярные войска, они справляются с задачей, поставленной перед ними по очищению территории от армянских оккупантов. Желающих очень много. Перед военкоматами стоят очереди молодых людей, которые рвутся в бой, но нет необходимости в этом. Даже те резервисты, которые были призваны
в ряды вооруженных сил, они на передовую не допускаются. Они охраняют для освобожденных от оккупации территорий. Çok sağ olunuz Vugar Bey. Allah sizge yardımcı olsun. Çok memnun oldum yayınımızda görüşkeniz için, latifkeniz için. Men de teşekkürlerimi bildireyim. Çok sağ olun. Сейликлерде көрішкенде иншаллах. Вугар Имамалиев был с нами на прямой связи прямо из Азербайджана. Ну а сейчас к нам подключается Дмитро Левусь, политолог международный. Пане Дмитрию, витаю вас. Да, доброго вечера. Да, доброго вечера. Ну что ж, вы слышали, мы сейчас разговаривали с Азербайджаном, обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе. На юге продвигается азербайджанская армия. Вот как далеко, по-вашему, зайдет Азербайджан в своих притязаниях? Как далеко в своей поддержке пойдет Турецкая республика? Я думаю, что Азербайджан сейчас успешен. Более того, однозначно можно сказать, что та ставка, которую делала Армения, удерживая 7 районов, мы не говорим сейчас, допустим, да, непосредственно о бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, где потом образовалась псевдонезависимая республика Нагорный Карабах, да, то, которые они считали, что Ереван всегда считал на протяжении почти 30 лет, что это козырь. Получилось так, что как раз это уже не козырь, это Азербайджан освобождает эти территории. И мы смотрим, мы видим вот ту решительность, с которой Азербайджан ведет свое наступление. Мы опять же видим то, что Азербайджан действительно работает и вместе с Турецкой республикой. Я думаю, что сейчас не тот момент, не те условия, когда Азербайджану, даже с точки зрения военной тактики и стратегии, следовало бы останавливаться. Я думаю, что скорее всего, что действительно сделана ставка на освобождение, если не всей территории, которые, в том числе и бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, то, по крайней мере, на перерезание вот этого Лачинского коридора, о котором вы говорили, захвата господствующих высот уже непосредственно на территории Нагорного Карабаха, для создания таких очень жестких и выгодных переговорных позиций. И, кроме того, вот вы сказали, Турции... что... Можно уточняющий вопрос? Вот вы сказали, что сделаны ставки. Кто сделал эти ставки? В Баку, да, в Баку я думаю, что это, наверное, не совсем точно выразился, да, я думаю, что это Баку, руководство Азербайджана, более того, мне неоднократно приходилось в Азербайджане бывать и общаться с людьми. Я уверен в том, что действительно есть всенародная поддержка именно операции по освобождению. И за 26 лет, как закончилась активная фаза войны Карабахской первой, то за это время действительно Азербайджан работал на этот результат и наработал, и сумел создать коалицию с Турцией. И более того, мы видим, что и Турецкая республика, она будет поддерживать до конца. Мы опять же видим, что поменялось время. Время очень сильно поменялось. И Москва уходит. Как уходит? Москву вытесняют из Закавказья. Да? То есть из кто вытесняет в данном случае? Эрдоган? Я так просто не стал говорить, что Эрдоган вытесняет. Во-первых, Москва сама по себе ослабела. Во-вторых, Азербайджан сумел таки где-то и тоже отойти от этого, выйти из постсоветского пространства. Есть интересы Турции. И именно это и происходит. И, кстати сказать, в этой связи, как по мне, очень правильная и политика Украины проводится. То есть результат последнего визита президента Зеленского, где намечено стратегическое сотрудничество, оно уже не просто задекларировано, оно зафиксировано в военно-технической сфере, военно-техническое сотрудничество. Уже же мы видим, как себя зарекомендовали массированное применение, и тактика уже отработана турецких беспилотников. Мы видим уже, опять же, и тут и сотрудничество, которое намечено по постройке украинского военного флота, то есть по постройке фрегатов, корветов Турции. То есть, опять же, Украина
в том числе вот в лице президента Зеленского, нынешнего президента, занимала однозначную позицию по поводу территориальной целостности Азербайджана. То есть, понимаете, как получилось, что враг моего врага, мой враг — это одно, а вот эта вот постройка, правильный расчет на то, что поменялся цвет времени, да, если так цветасто несколько сказать, Москва уже не в состоянии влиять на все, и более того, ее влияние, оно губительно. Пример Армении, это очевидно. Поэтому и вот именно этим и надо воспользоваться, Киев должен воспользоваться, и в принципе это и делает. Да, говоря о влиянии, некоторые эксперты сообщают, что могла быть некая договоренность между руководствами Турецкой Республики и Российской Федерации. Вот если посмотреть на Сирию, там Турция в последнее время отводит своих солдат с провинции Идлиб, и вместе с тем там учащаются удары воздушно-космических сил Российской Федерации. Вот многие эксперты говорят, что таким образом обмениваются Турция и Российская Федерация зонами влияния. Вот вы видите такую некую договоренность? Знаете почему? Потому что это скорее дезинформация, которая запущена с российской стороны, и кто-то действительно мог ее абсолютно так чистосердечно тоже ее подхватить. Москва не хочет, никогда бы не пожелала делиться своим влиянием на территории бывшего Советского Союза. Это несколько а как вы тогда объясняете выжидающую позицию России, которую она сегодня занимает? Она бы и рада что-то сделать, а она не может. Ага. Она потеряла рычаги влияния теряет рычаги влияния на Азербайджан, да, то есть, понятно, определенные какие-то, видимо, есть. Москва, в том числе, кстати, агрессией, этим 6-летней агрессией против Украины, она тратит свои ресурсы, она за это время уже в определенном смысле, не стала пока что еще страной-изгоем, но уже, скажем так, ее позиции в мире, они очень сильно пошатнулись. И вот эти идиотские кампании в Ливии и в Сирии, которые она проводит, это тоже все то, что делает Москву более слабой. А вот это вот размен, я не думаю, что он бы был, потому что мы с вами люди, да, вышедшие из Советского Союза, и мы, наверное, немного... Но я нет. Условно, да, так сказать, мы из такого постсоветского пространства, да, то мы все-таки достаточно хорошо понимаем, что такое Москва. Москва, если она считает, что вот это ее территория, ее влияние, она оттуда никогда не уйдет. Ей легче уйти из Африки, ей там где-то из Сирии, но уйти из Закавказья, как она считает, да, где республики бывшего Советского Союза, сделать размен, нет. И есть косвенное подтверждение этому. Москва вот сейчас, когда на юге абсолютно уже взят Зангелан, да, вышли на юге полностью на всем протяжении к иранской границе азербайджанские войска и вышли уже на границу с Арменией, то естественно, что Москва где-то даже и не ожидала. И российские воинские части там приведены в готовность, российские флаги выставлены по армяно-азербайджанской границе и по армяно-иранской границе, то есть на всякий случай вот где заканчивается сейчас влияние Москвы. Вот это тот момент. Это такое косвенное подтверждение того, что никакого размена не было. А как в дальнейшем будет действовать Российская Федерация? Как в дальнейшем будет действовать Москва? Вот в случае, если Нагорный Карабах будет полностью блокирован азербайджанскими войсками, вот как вы думаете, Путин может вступиться в войну? Нет, я думаю, что в войну вряд ли сможет вступить. У Москвы есть определенные, да, какие-то такие гибридные способы влияния. Может быть, вспомнят например, о лезгинском сепаратизме, о талышском сепаратизме. Хотя, опять же, я не думаю, что лезгинский сепаратизм, который условно существует на севере Азербайджана, на границе с Дагестаном, что это настолько мощное движение, которое
о котором можно было бы говорить, тем более и о Талышском, да, то есть это, ну, это такая, то есть это, кстати, тоже тот момент, где Москва постепенно потеряла какое-то такое большое влияние. Хотя это то, о чем вспомнят. Я думаю, что будут какие-то действия экономического характера. Ну, все-таки азербайджанская диаспора в Москве и вообще в Российской Федерации, она очень большая. И ну, мы все помним, как зачищали в свое время грузинскую диаспору, да, когда их высылали из Москвы. Это был процесс, кстати, еще до войны 08. То есть это те вещи, которые Москва могла бы сделать. Опять же, где-то будет включен дипломатический блеф. Кстати, вот тоже одно из подтверждений того, что Москва на самом деле, вряд ли она где-то договорилась с Турцией о разделе сфер влияния, это то, что Москва до упора пыталась опять включить механизмы дипломатические. Ну и продолжает это делать. Сегодня Дмитрий Песков в очередной раз сказал про это. Вот это тоже тот момент, дипломатический блеф. Включить, предоставить себя как площадку для переговоров, и раньше это срабатывало. Да? То есть 2009 год, переговоры в Татарстане, в Казани, которые не завершились как раз подписанием, где, в принципе, Азербайджан был готов пойти на определенные компромиссы, и Армения как будто бы соглашалась на очищение 7 районов. Однако в последний момент оказалось, что Лачинский коридор и прилегающие к нему районы не демилитаризируются. То есть Москва все равно оставляла свою такую зацепку, свое влияние. То есть это в определенной степени это неспособность к реальному компромиссу. Москва не способна к компромиссу точно так же, как она не способна, в общем-то, и к реальным каким-то этим действиям. То есть Москве легче сблефовать, сказать, давайте еще раз попытаться усадить стороны за стол переговоров именно на своей территории, по своей инициативе, активизировать опять Минскую группу ОБСЕ, которая абсолютно импотентна на протяжении четверти века, по большому счету оказалась, не создавала нормальную переговорную площадку. Которую... Вот по Минску, у нас буквально 2 минуты, у нас же тоже есть Минские соглашения по Донбассу. Да. Какой вывод мы для себя должны сделать? Мы должны сделать для себя, что нету универсального механизма, да, что этот механизм ОБСЕ, это он, я бы не сказал, что это однозначно вещь пустая, но это тот механизм, на основе которого проводить деоккупацию, и я имею в виду именно ОБСЕ и, соответственно, все вещи, которые вытекают, и уж тем более построение прочного мира, как оказывается, даже и заморозку конфликта однозначно не стоит. Это абсолютно просто рабочий механизм если мы хотим приостановить военные действия и пролитие крови. То есть не более того. Дуже дякую вам. Чохсагул, у нас Дмитро Левось, політолог-міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. Ну а я с вами, к сожалению, прощаюсь ненадолго, буквально на 5 минут мы уходим на перерыв, а далее мы продолжим эфир. Информационно-аналитическая программа «Бугунь» на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Коршкенч.